Без работы и средств к существованию в Толбазах закрылся Аургазинский молочный завод. Свыше 100 сотрудников остались на улице и пытаются получить заработную плату. Предприятие просуществовало более 30 лет. Что послужило причиной прекращения его работы и какова дальнейшая судьба завода, расскажет Айгуль Хатыпова. Ни у кого нет работы, мы все без работы. Свыше 100 человек остались без работы и денег. В конце января сотрудникам сообщили о приостановлении деятельности завода. Никаких объявлений заранее, по их словам, не было. Виктор провел на предприятии больше 4 лет. Говорит, знает здесь все как свои 5 пальцев. Совмещал несколько должностей. Работал и за электрика, и за инженера-энергетика. Все здесь работали, несмотря ни на что, да, задержки, то все. Все работали самоотверженно. Вот не дадут соврать, я день и ночь здесь был. 25 километров отсюда. Ночью звонит, приезжал. Правда, есть? Все так работали. И они просто поступили, как отработанный материал. Сейчас они нас выгнали, получается, на улицу. За январь зарплату не дали. Обещают каждый день. За декабрь до конца нам не дали. Вот так вот. Мы не знаем, что делать. И мы вообще хотим, все работники, мы хотим, чтобы восстановили завод и работать здесь. Потому что здесь в Толбазах работы нету. У многих семьи и кредиты. Как жить дальше? Таким вопросом задаются сейчас работники молочного завода. Предприятия, которые есть в Аургазинском районе, сотрудников не ищут. С 26 января приостановил производство своей продукции Аургазинский молочный завод. Более 100 человек остались без работы и средств к существованию. Сами цеха сейчас законсервированы. Все оборудование в рабочем состоянии. Запуск всей техники займет не более суток. Проблемы начались в Аургазинском молочном заводе, когда его сдали по договору аренды с правом выкупа башкирской транспортной компании. Представители БТК утверждают, в предприятии было вложено порядка 12 миллионов рублей. Обновили оборудование, поставили новые холодильники и компрессоры. Это позволило увеличить производство продукции практически вдвое. Но проработать в таком режиме долго не получилось. Со слов коммерческого директора, найти сырье для переработки в таком количестве рядом с Аургазинским районом им не удалось. С поиском молока у нас, в общем, так и не получилось. То есть мой завод, по ту реализацию, которая есть, но с этим молоком не смогли. Возить постоянно татарское молоко, которое стоит 29-30 рублей, смысла нету. Потому что мы в свою рентабельность не укладывались. И инвесторам было принято решение, раз поддержки нету завода, с молоком мы не можем найти, закрыть проект. Сейчас работники Аургазинского молочного завода не просто хотят получить свои заработанные деньги. Они просят не закрывать предприятие. И, возможно, их слова будут услышаны, и завод возобновит свою работу. Ведь договор об аренде был расторгнут. А пока дело о невыплате заработной платы сотрудникам Аургазинского молочного завода уже принято на рассмотрение в трудовой инспекции и прокуратуре. Айгуль Хатыпова, Булат Закирьянов и Иван Демидов. Новости. Аургазинский район.